принялась описать события, свидетелями которых стали, очень мало информации оставили о себе. Именно по этой причине сохранились лишь отрывочные сведения о крымско-татарском ученом Кайсуни-заде Мехмед-Недаи, более известным как Ремаль-Хаджа. Это была выдающаяся личность. После себя он оставил немало книг по астрономии и медицине. Но самое главное, он был советником и близким другом крымского хана Сахиба Гирая I, в память о котором написал Тарихи Сахиб Гирай хан или История хана Сахиба Гирая. Инициатором жизнеописания Сахиба Гирая стала дочь хана Нур-Султан Хани. Именно она, чтя и уважая память своего родителя, повелела придворному астрологу и врачу изложить историю правления Сахиба Гирая I после его трагической гибели в 1551 году. Кайсуни-заде неотлучно находился при Сахибе Гирае на протяжении всего его правления и, возможно, даже записывал беседы хана, его высказывания, критические замечания. Ремаль был и свидетелем трагической гибели Сахиба Гирая. Именно он привез останки бывшего хана в столицу и распорядился похоронить в фамильной усыпальнице Хаджи Гирая в Кыркьере. История хан Сахиб Гирай написана на распространенном в те времена османском языке знати и дворянства. Именно поэтому некоторые исследователи пришли к мнению, что Ремаль-Хаджа был по происхождению турок. Но это было не так. Еще раз подчеркнем, что это был этнический крымский татарин, и происходил он из семьи медиков. Свое прозвище Ремаль, что означает астролог, он получил, вероятно, в 1551 году, когда присоединился к крымскому хану Сахибу Гираю. К сожалению, мы не знаем ни года, ни точного места рождения Ремаля, но судя по его приставке «хаджа», можно утверждать, что он совершил хадж в Мекку. Закончил свою историю Ремаль-Хаджа в июле 1553 года, а после поступил на службу к шейхзаде Селиму и некоторое время жил в Конье. После того, как последний стал османским султаном Селимом II, Ремаль получил должность придворного врача и написал для своего повелителя несколько медицинских книг. Труд хрониста об одном из выдающихся крымских ханов уникален. Автор выделяет детали, дает четкие описания событий и не загромождает текст витиеватым, принятым в те времена стилем. В истории Сахиба Гирая можно найти ценную информацию о крымской политике, институтах власти, военном деле, также о быте крымского населения и о вассалах Черкесии и Московии. Из переведенных и опубликованных отрывков истории сегодня можно составить психологический портрет Сахиба Гирая, который представляется современником как отважный воин и щедрый меценат, во время правления которого начался расцвет культурной жизни крымского ханства. Согласно Ремалю, Сахиб, будучи человеком образованным, инициировал переводы на крымско-татарский язык лучших научных и художественных произведений зарубежной мусульманской литературы. Один лишь Ремаль перевел несколько сотен подобных сочинений. Изучая хронику Ремаля, можно сделать вывод, что рассказ о крымском хане Сахибе Гирае более удивителен, чем можно себе представить. Это увлекательная драма о героизме и предательстве, о тайных убийствах, о трагедии и триумфах, но в первую очередь это рассказ о представителе великой династии Гираев. Сегодня труд Кайсуни-заде Мехмед-Недаи, Ремаль-Хаджи, Тарихи и Сахиб Гирай хан хранится в Национальной библиотеке Франции.